Образование как система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, насколько отвечает сегодняшним вызовам и реалиям. В каком направлении нам идти, какие подходы нужны и как это все сопряжено с нашей главной проблемой – внедрение в образование изучения родного языка. Мы продолжаем наши встречи и говорим об образовании. В эфире Гуартала. Добрый вечер. На наш откровенный разговор сегодня мы пригласили нашего известного ученого-лингвиста Вячеслава Чирикова. Вячеслав Андреевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. В этой области, вообще в области образования, и не только лингвистики, но и образования, вы провели очень много исследований разных. Накоплен, конечно же, вами немалый опыт, в том числе и преподавательский. И, кстати, вот было такое последний месяц, по-моему, где-то месяц назад, ваше такое выступление, которое вызвало резонанс, на встрече интеллигенции в администрации президента, где вы обозначили образование приоритетом развития страны. Вячеслав Андреевич, даже если предположить, что и власть, и общество внемлют вашим словам, есть вообще представление о том, каким должно быть сегодня наше образование? Что нам нужно сегодня? Спасибо за приглашение. Интересная тема, конечно же. Хотя я, можно сказать, и педагог, потому что мое первое образование – это преподаватель английского языка по моему диплому. И я преподавал в университете, преподавал и в Европе, и в Абхазии. 2007 года преподаю на двух факультетах, на историческом и на филологическом. И кроме того, у меня еще интересный опыт работы, такой экзотичный для меня, преподавание английского языка в Голландии в колледже, в лицее и в гимназии. То есть у меня такой интересный опыт, который тоже я с собой ношу. Но что можно сказать по поводу... то, что я скажу, сказали мои идеи, мои мысли. Конечно, я, не теоретик педагогики, тем не менее, я практик. У меня дети входят в школу. И, естественно, для меня это, как и для вас, это все живой процесс, и мы вместе с ними переживаем, вместе с ними мы радуемся. Это все очень важно для всех нас, для всего нашего общества. И, конечно, образование это, конечно, ключ к будущему. Вы знаете, здесь два аспекта, если потеоретизировать есть. Первое, то, что, конечно же, необходимо готовить молодежь, готовить их давать им объем знаний, который потом пригодится им для того, чтобы они самостоятельно жили, делали карьеру, содержали семьи. И тем не менее, есть другой аспект, учитывая нашу ситуацию, Абхазия, наше молодое государство, тот багаж знаний, который мы вкладываем в наших детей, те идеологические установки, которые мы в них вкладываем, те акценты, которые мы оставляем, это все мы тем самым моделируем будущее. Будущую Абхазию через 20 лет. Потому что они будут 10 лет учиться, 11 лет, потом будет университет, все такое. Через 20 лет они будут уже управлять страной частично, будут работать здесь и уже будут сами определять ситуацию в Абхазии. Вячеслав Андреевич, я с вами полностью согласна. А есть понимание этого? Сейчас мы моделируем будущее. Либо моделируем, то есть мы в любом случае моделируем. Какое будущее? В этом, конечно, главный вопрос. Есть ли понимание, я не знаю, я не делал таких исследований, есть ли понимание или нет, но судя по тому, что я вижу, слышу, читаю, общаюсь, конечно, наши учителя, они очень образованные люди, они дают прекрасные знания детям, но время изменилось, время абсолютно другое. Дети с самых ранних лет, они заполнены информацией. У нас, когда мы были маленькими, особенно я, в наше время, был мультфильм раз в неделю показывали, это было событие. Сейчас они с детства переполнены информацией, причем ту, которую они хотят, они выбирают же ее. И школа уже занимает в их образовательном процессе такое специфическое место. Им сейчас очень снизилась, способность к чтению, в основном зрительные образы. В основном зрительные образы. Это везде мало читают уже. И в Америке, и в Европе, и в Абхазии тоже не исключение. И это тоже это вызов для системы образования. Надо же отчитать это, иначе если будем учить по старинке, дети просто не будут усваивать и будет неинтересно. Они будут, для них сопротивление читать текст, к сожалению. Это же влияет и на грамотность, правда же?
Люди просто не могут писать, если они будут только смотреть. И, тем не менее, это факт. И вот, допустим, пример с моим сыном. Вместо того, чтобы прочитать повесть, там, «Сын полка», кажется, да, там было такое. Вот я пытались, он взял, скачал фильм, 2 часа смотрел его внимательно и запомнил, получил 5 на следующий день. Такой довольный был. Но это же означает, что совсем другой тип обучения, правда же? Они стихийно как бы взяли. Означает это большой вызов для нашей системы образования. А у нас образование традиционное и достаточно консервативное. Вот это первый как бы конфликт, да, между новой ситуацией, да, информационной. Сейчас дети образовываются даже не на улице, а в Ютубе. Даже не на улице, а в Ютубе. Или вот в сетях, в социальных сетях. Или в ТикТоке, или в этой лайке. Очень много разных вещей, где они вот сидят, вы знаете прекрасно все это же. И не только дети, и взрослые тоже. И поэтому это, конечно, огромный вызов для системы образования. Огромный. Насколько она ваш вопрос, насколько она отвечает новым вызовам. Я думаю, что нет, не отвечает. Так, и что мы можем противопоставить этому? У меня мысли насчет есть. Если можно, я с ними поделюсь с вами. Я много об этом думал. И, кстати, думал еще с того времени, когда я в школе учился. Мне казалось, система у нас еще советская система образования. Ничего плохого там нет. Вот мы все учились в советской школе, да, она давала прекрасные знания. Единственное, знаете, это иногда достоинство чего-то, недостатки является продолжением достоинств. Эта школа давала знания обо всем глубоко и подробно, а это не нужно. Конечно, люди выходили, дети, молодые. Вы все-таки к этому когда пришли, что это все-таки не нужно? Я в школе был. В школе вы уже пришли. Я знал, что я буду поступать на гуманитарное отделение, а мне нужно было учить тригонометрию, органическую химию, физику, астрономию. То есть те вещи, которые мне никогда не пригодятся и не пригодились, я знаю уже из своего опыта, не пригодились. Это бесполезные знания. То есть нужно, вот и мой как бы вызов, как ответ на все это, необходимо обязательно делить школы после 8 класса на два типа школы. Гуманитарная и естественная. Обязательно. Я скажу еще почему. Тем более еще вот в наше время, Вячеслав Андреевич, допустим, даже если мне сегодня придется идти и брать интервью у химика, вот есть вот такая маленькая вещь, из которой я могу, в принципе, почерпать все знания, которые мне в этот момент в этом будут же нужны. самое главное. Раньше надо было идти в библиотеку, в школу, в библиотеку, там энциклопедии читать. Сейчас не нужно. Вот дома сидишь, попиваешь кофе и можешь в любой степени глубины любой объект изучить, и будешь специалистом. И поэтому вот тот объем знаний, который давала советская школа, уже не нужен он излишен, он избыточен. И дети, будучи перенаполнены информацией уже из других источников, они не воспринимают все это. Для них это мука учить все эти вещи. Я их понимаю, это же детский организм, происходит саморегуляция, им говорит организм, что это слишком много информации, поэтому они невнимательны. И вот я считаю, что необходимо разделить школу обязательно в порядке на после 9, 10, 11 класс на, значит, гуманитарное направление и, значит, и естественное направление. Что это дает? Две вещи очень важные, мне кажется. Первое, это освобождается очень много часов для специализированного образования, чтобы детей подготовить к той стезе, которую они себя или их родители выбрали. То есть либо гуманитарное, это историк, юрист, филолог, философ, вот гуманитарное. И этот, политолог, я не знаю, дипломат. И естественное, физик, химик, биолог, ботаник, математик, медик, да? Вот, инженер. Это, и у них будет огромное число часов на дополнительное изучение вот этого, то, что еще, кстати, вот языки тоже, вот я имею в виду, и там, правда, важно. Это первое. Второе, значит, у нас, вот вы говорите о качестве образования, у нас же сложилось сейчас, я потом уже говорил на встрече с президентом, параллельная система образования. Параллельная, практически частные школы, правда же? Хотим мы этого или нет, надо признать, что это есть. Во-первых, это есть, во-вторых, это стало необходимым, потому что вот тот объем знаний, который дети получают в школе, он недостаточен, чтобы поступать в университет. Очевидно, совершенно недостаточно. Поэтому людей натаскивают вот 2-3 года, да, это большие деньги, это расходы для бюджетов, и люди, которые не могут себе позволить это, дети их оказываются в таком положении, что они вот, ниже по своим, как сказать, хотя они, может, и ярче по своим способностям, они не могут использовать эти данные, знания, для того, чтобы поступить.
И вот это, если, допустим, пройдет вот разделение на два этих направления, тогда им уже будет хватать вот тех часов дополнительных, ну, в 2 раза больше почти, для того, чтобы лучше подготовиться к тому, к чему они их готовят, допустим, да. Вот я думаю, что это просто необходимо. Если это не сделаем, то, ну, опять будет все это очень неадекватно. Вот. Поэтому я считаю, что вот это, если думать о реформе школы, вот это первым, что надо сделать. Потом есть разные типы школ, вы знаете сами, да, разные типы школ во всем мире, да. Вот есть школа Монтессори, скажем, там развивает способности детей, да, вот как их наклонности, способности, вот, и развивает их дальше. Есть школа по-английски magnet school, магнитная школа, что ли. Там выбирают детей очень жесткие тесты, чтобы в эту школу поступить для высокоодаренных. И тогда это получается очень высокоодаренные, очень высоко, как сказать, интеллектуальные дети, которые поступают в прекрасные вузы и становятся прекрасными специалистами. Вот. Я думаю, что вот это тоже один из тех опытов, которые можно учесть. Ну да, вот как раз таки существуют эти два подхода вообще к обучению. Это вот культуросообразность, это вот так вот классически, да, и природосообразность. Культуросообразность — это как раз таки вот советская система образования, она вот, то есть всем дает одинаково, да, неважно у кого какие способности, то есть это как раз не учитывалось. И неважно, нужно ли программу надо было освоить всем, вот эту, которая давалась. Вот нужно от этого отходить. Да. А природосообразие — это все-таки вот западные, более модель, современные. Да, это не только Запад, но это и Китай, там, и Япония. Да. То есть все в зависимости уже от возможностей, способностей ребенка и его желаний. Это, я считаю, необходимо. К сожалению, вы знаете, насчет реализуемости этого всего. Вот раньше, в советское время, знаете, была цензура, да, и писатели писали в стол, да, вот как бы вот они знали, что не опубликуют, но писали. Да. Вот я тоже не думаю, что вот то, что мы говорим сейчас, да, что как-то очень не воспринимается нашим. Почему? Обществом воспринимается огромный спрос для тех, кто имеет детей, огромный спрос на качественное образование. Они даже в поисках, правда же, разные школы открываются, частные в основном, да? Они туда отводят детей. Сейчас это тенденция. Огромный спрос, правда же, большая конкурентность, да. А с другой стороны, вот традиционная школа этого не дает. Это печально, хотя там прекрасные специалисты. Вот надо просто все это изменить, переформатировать и сделать так, чтобы там было специализированное образование. Вот после 9 класса, чтобы было гуманитарное отделение, направление и естественное направление. Я думаю, это очень много проблем решит. По крайней мере, с этого начать нужно. Вячеслав Андреевич, вот скажите, вот честно, да, положа руку на сердце, вот сегодня в нашей вот стране, даже при понимании вот необходимости вот всего этого, да, есть ли у нас на самом деле условия или ресурсы для вот осуществления реформы образования? Я отвечу так, у нас есть все, кроме политической воли. У нас есть прекрасные ресурсы, у нас есть, я имею в виду ресурсы, человеческие ресурсы у нас есть, интеллектуальные ресурсы есть. Нам ничего не нужно изучать, изобретать. Все уже изобретено, надо просто хорошо изучить и применить здесь. Но у нас нет желания что-либо менять, к сожалению. Это касается не только системы образования, касается системы здравоохранения. Там же тоже огромные проблемы, гигантские проблемы. Это же, мы с этим сталкиваемся каждый день. Эти люди ездят в Грузию, далеко, значит, не дружественную страну, более 8 тысяч человек туда побывали уже. Означает, система не очень адекватная. Там есть прекрасные врачи, есть великолепные врачи, есть герои, которые показали себя во время этой пандемии. И тем не менее, в общем, общий уровень. Получается, как средняя температура, да? Одни очень хорошие, а другие как-то не очень. И поэтому приходится вот куда-то ехать. Система и других областях. Нет, понятно, что у нас проблемы во всех сферах, но я с вами согласна, что все-таки образование должно быть приоритетом. Да, о чем я говорю? Проблем много, да, но я не вижу, чтобы были какие-то изменения, вот, которые повлияли бы на ситуацию. Это касается реформ или там чего-то, что было бы по-другому, да? Вот не вижу. И не вижу особого желания, вот так, когда придешь в учреждение, да, как-то вот не видно, что там что-то думают о каком-то таком новом, да, более прогрессивном. Я думаю, это дело вот в таком нашем каком-то, ну, может, здоровом, может, не очень здоровом консерватизме. Как-то не хочется ничего менять, потому что как бы это все как бы приходится кого-то подвинуть, что-то там поменять. Вот. А у нас общество маленькое, да, на все это влияет. И тем не менее, если мы не будем менять, то мы просто деградируем. Это совершенно очевидно. Мы не будем конкурентоспособными, а мы строим государство. Это же сама по себе вещь
очень, как сказать, такая, ну, это вызов самим себе. Можем ли это сделать? И абхазский проект осуществим ли? Ну как он будет осуществим при старых вот этих старых подходах? Не осуществим. Нужно менять все это. Но политической воли я не вижу. Вот, честно говоря, вот почти нигде. Вот, ни на одном уровне. Вот, на высоком, низком, среднем. Очень мало. Единственное, что есть огромный спрос на перемены среди там, системы здравоохранения, это среди больных, да, пациентов, хотят, чтобы было лучше. Вот. Или, допустим, среди этих родителей, хотят, чтобы школа была адекватнее, да, система образования, методики и другие были бы. Но, вот, к сожалению, вот, остается как есть. И это вызывает разочарование, конечно. Но я думаю, спрос все-таки на образование это не только родители, это везде. Это от этого у нас зависит все. Вот, как вы сказали, это вот модель будущего. Вот как бы очевидно, но... Вячеслав Андреевич, ну как вот в наших условиях, когда даже хороший учебник мы не можем внедрить, если, допустим, там, не знаю, фамилия автора нам не очень нравится, и в это время там он кому-то не писал. Ну, вы знаете, Ну, да, да, наши, ну, это да. наши все эти подводные Частные случаи. да, камни, но вот в таких случаях, ладно, давайте тогда просто помечтаем. Допустим, скажите, вот если осталось ли в образовании у нас все-таки что-то, на чем можно вот созидать? Или все-таки надо заново Нет, весь ну, этот конечно, фундамент надо нет, строить основа заново? здоровая, основа прекрасная, хорошая, добротная. То есть вот эта советская, имеете в виду? Она очень хорошая, она прекрасная. Она сколько дала ученых. Вот возможно ее модернизировать? Это вот... Необходимо. Необходимо. Нет, а возможно ли это? Конечно, возможно. А что есть, получится? А что есть невозможно? Вообще есть что-то невозможно? Но не знаю. Я думаю, что очень мало вещей, которые вот, в плане вот такого. Это все очень возможно. Просто необходимо знать, что делать, как делать и кому делать. Три вещи, и нужно финансировать, конечно. Без финансирования ничего не получится. И все получится прекрасно. Да. Вот здесь у меня такой вот вопрос уже сразу назревает. Сколько вообще нужно времени и средств, чтобы осуществить хотя бы вот первый этап? 5 лет. А средств сколько нужно? Средств я не знаю, надо посчитать. Но это ключ будущего, правда же, образование. А можно ли на будущее, да, на будущее наших детей, нашего общества, нашего государства скупиться? Можно ли скупиться на наше будущее? Я думаю, что здесь никакие деньги не, как сказать, не должны как бы играть роль с точки зрения там жалко, не жалко. Необходимо просто. Скажите, пожалуйста, а вот если все-таки менять, можем мы вот избежать каких-то все-таки болезненных таких моментов? Ну, каких вы имеете в виду? Кого-то уволить, да? Потрясений, ну, по-разному есть бывает. люди, есть... Кого-то уволить это одно, бывает там что? каких-то нововведений, там, может, родителям не понравится, там, не знаю, преподавателям. Знаете, можешь делать разные типы школ, кстати, да? Вот, пускай выбирают родители какой тип школы. У нас есть и частные школы, уже есть, правда? Уже можно выбирать на самом деле, да? Вот. Но их немного, но все-таки они есть, частные школы. Вот. Альфа-школа известная, ну, другие школы тоже есть. Это, может, тоже параллельная реальность, которая необходима нам, правда же? Как и, кстати, частная медицина. Почему не должны иметь частную медицину? Идем к врачу, платим там 500 рублей, платим там, 1000 рублей. А почему не заплатить в кассу, чтобы это шло и на бюджет учреждения, и врачу, и бюджет государства? Это же можно сделать, правда же? Чтобы не класть не карман. Просто мне стыдно. Но это система наша. Вот. Надо все это менять, конечно же. Но просто никому не как бы... Ну, не знаю, это, видимо, требует какой-то человек, который будет вот, обладать какой-то волей политической, да? На каждом уровне, я имею в виду, да, вот и в министерствах, скажем, там, в ведомствах. Все требует личности, без личности ничего не получится. Требует сильной личности практически. И грамотной, и, естественно, и самодур нам, конечно, тоже не нужен, знаете. Сильный самодур тоже может только вреда нанести, что потом прославить. Нет, современный, образованный человек, который обладает силой воли для того, чтобы провести вот то, что он считает нужным в жизнь. Это вот ключ к успеху. Ну, смотрите, если вот размышляем дальше, что если вот на самом деле, вы эту мысль тоже сказали, я просто продолжу, если, допустим, предложить всем, допустим, школам, образовательным учреждениям не одну какую-то единую планку, а как-то позволить им самим, вот в зависимости от того, там, от районов, сел, городов, там, возможность самим определять, что им нужно. Вот есть, вот, я, насколько понимаю, вот эта вот финская система, которая, ну, сейчас очень много разговоров вокруг нее, вокруг нее, там возможность не только там школам, но там даже педагогу, каждому отдельному педагогу позволительно
свою собственную программу. Какие-то модули, да? Да, то есть модули. идти именно по своей собственной программе. То есть в каждом классе, в зависимости от возможностей, потребностей, вот, идти вот Это хороший если... подход, я думаю. Это творческий подход, креативный Да. подход. Он знает своих детей, да? Он знает свой класс, он знает способности. Вот я поэтому говорю, а что если, допустим, каждому директору позволить там свой план какой-то представить? Ну, Свой... это требует, все-таки у нас школа очень традиционная. Вот, В плане кадров, да, прекрасные люди, чудесные люди, грамотные, знающие. То есть такие вещи пока еще сложно, Но правда? для них этого они, я думаю, не очень воспримут все эти вещи, потому что это же очень много надо менять. Кто-то воспримет, может быть, а кто-то скажет, вы знаете, нас так учили. Я одному сказал, человеку там, большому чину, ну не сейчас, Министерство образования, вот учебники, да, он говорит, мы же по ним учились, говорит, 40 лет назад. А мир уже 21 век, да? Вот такое отношение. А они влияют на ситуацию, вот эти люди, которые считают, что пускай ничего не меняется. Это же, не знаю. Все-таки вы считаете, что эффективно будет вот это, если будет какая-то воля, если сверху хотя бы будет такое желание, Нет, да? сверху это очень важная политическая поддержка. У нас же все-таки, опять же, маленькое общество. Да. Если дело касается частной школы, то там не нужно такое сверху ничего, сам ты как бы все решил. Если государственная школа, там, конечно, нельзя, во-первых, заниматься такими бездумными экспериментами, да, тоже это очень опасно. Но, с другой стороны, подготовить план каких-то изменений, которые бы отвечали вызовом, не просто времени, а вызовом времени. Я имею в виду вот информационная составляющая, да, она же очень важная. Дети просто не хотят читать, вот в чем дело. Нигде, ни в Абхазии, ни в Америке, ни в России, потому что они переполнены информацией. Надо что-то менять. А что менять? Это же требует изучения какого-то, исследования, обмена опытом, тренировок и так далее. Это целый процесс. Есть у нас с кем это делать? Вы имеете в виду педагоги? Или? И педагоги, и те, кто будет вообще Я считаю, это что предлагать. есть молодые педагоги, среднего поколения, молодые педагоги, которые прекрасно это воспринимают и даже много уже знают. Но надо просто, у них нет среды, нет возможности, надо все это организовать. Вот. Ну вот, я думаю, штабом должна будет стать Министерство образования. Вот, штабом таких вот позитивных преобразований. Будем надеяться. Вячеслав Андреевич, и вот В очередной раз. Да, одна тема, конечно, просто не коснуться ее не могу, тем более с вами, вы тоже в ней очень много чего сделали, много чего тоже исследовали. Это наш язык, родной язык, который является таким вот краеугольным камнем нашего образования. И в последнее время столько сил, средств, столько разговоров вокруг всего этого. Ну и вообще потрачено столько на решение этой проблемы. Потрачено слов, имеете в виду, да? И слов, и сил тоже. Ну да, и сил да. тоже. Да, и сил тоже. И вот вы вот последнее время, вот знаю, провели исследование о состоянии, о знании. И, конечно, вот я была на этом представлении, да, когда вот ваши девочки там отчеты давали. Ну, печальная картина, конечно, очень печальная картина. Вот что делать дальше? Вот что делать дальше? И вот как-то вот я помню в одном из интервью, где-то я уже не помню, это было давно, вы как-то сказали, была такая фраза, что вот мы уже подсознательно мы отказались от своего языка. Ну, большую часть это так, на самом деле. Когда общество подсознательно принимает какое-то решение. Вот видно, что оно приняло такое решение, да, на самом деле. Ну, все меняется, все относительно. Тем не менее, посмотрите, когда я в школе учился, абхазской, гагарской 5-й школе, сейчас она первая, раньше была 5-я, сейчас 1-я, кажется. У нас большой класс был, там где-то 25, что ли, человек было. Ну, там вот человек 5 не знали языка, 4-5 человек не знали. А сейчас, вот когда даже мы изучали, да, ну, 60-70% не знали в городских школах и детских садах. Школы, детские сады. А вот я у министра был, да, вот он сказал, что, и вот я с Ливаном вот недавно на телефон общался, есть школа в Пицуне, где абхазская школа, где 100% детей не знают абхазского языка. А кто-то думает, что все хорошо. Это же катастрофа, это не просто печально, это катастрофа. То есть одна из главных составляющих этноса, она исчезает, да? То есть это гигантская эрозия этноса, народа, да? А за что мы вообще-то, зачем государство, зачем такие жертвы, ради чего? Чтобы просто деньги зарабатывать и все, и жить как-то вот так вот.
То есть, значит, знаете, когда еще хочу сказать такую вещь, когда я начинаю говорить на эту тему, да, кто-то раздражается, говорит, что абсубысфаецкне урышал и чарует. Я говорю как специалист. Во-первых, у нас не только абхазы живут, и абхазский язык является государственным языком для всех, не только для абхазов, и для русских, и армян, и для всех. То есть все должны знать, что эта проблема существует. Вот. И я знаю, что она решаема. Она не нерешаема. Вот сейчас на этом этапе она решаема. Вполне решаема. То есть пока еще решаемо. Ну, пока еще. Пока это очень важное слово. Пока решаемо. У нас Но я думаю, прежде всего, у нас пока есть учителя. У нас есть 20 лет. Вот 20 лет, чтобы проблему решить. То есть после 20 лет уже она будет, ну, нужны гигантские усилия. Ну, вот как в Израиле, создавали язык заново. Или баски. У басков два диалекта, они друг друга не понимают вообще. Они создали третий язык, создали. Можете сказать? И они сейчас на нем говорят все. Вот такая любовь к родному народу, к родному языку. Вот я смотрел еще недавно вот на YouTube, там был такой остров есть в Великобритании, остров Мэнкс. Там кельтский язык, мэнский язык, ну, родственный шотландскому, ирландскому, кельтский язык. Там уже старшее поколение не знает языка вообще. А дети говорят свободно на нем. То есть такая школьная система с детского сада и школа, они говорят свободно на языке. Они двуязычные сейчас, английский и мэнский. И очень говорят, нам нравится мэнский больше, чем английский. Любовь к языку детей, а родители вообще слова не знают на мэнском языке. Но вот должны мы ждать этого момента, когда уже совсем уже никто не будет знать, чтобы потом возрождать язык. Да? Я уверен, что это будет через 40 лет, 50, если, допустим, такая ситуация будет. Но зачем до этого доводить? Вот. И поэтому мне кажется, что, опять же, я вижу запрос такой, да, ну, в общем-то, не очень сильный запрос все-таки в обществе на улучшение ситуации на уровне в основном декларативном. Говорят, что вот, да, вот. Их цари, значит, разводят руками. Выиграли такую войну, да, а здесь разводят руками. А нужно просто организовать вещи, и все будет работать. Ведь баски смогли, уэльцы смогли, каталанцы смогли, а почему мы не можем? Почему мы не можем? Можем, но не хотим. То есть нет желания этого. Хорошо, есть ли у нас шанс и в чем, если он есть, вот вы сказали, вот 20 лет, если сегодня мы начнем, да, у нас есть еще 20 лет, вы знаете, чтобы вот есть целый комплекс мер нужен, да. не просто один. Надо повышать статус абхазского языка, престиж его. Он очень низкий. Человек, говорящий хорошо на абхазском языке, воспринимается как деревенщина, к сожалению. Хотя есть есть писатели, которые не воспринимаются, естественно, да, но все-таки отношение такое, достаточно такое, вот, знаете, маргинальное к абхазскому языку, оно вот им не гордятся. Как-то говорят иногда, вот, говорят, значит, два слова на абхазском, два на русском, вот так и переводят. Вот, и, значит, явно он в состоянии таком, знаете, вот, пограничном между функционированием и функционированием. Хотя в деревне он прекрасно существует. И вообще, вот я повторяю, деревня, село абхазское, Апсуакыта, да, это наш фронт, это наш тыл, это наш источник нашего вообще и абсура, и языка, и демографии, всего остального, и культуры. Но в каком состоянии деревня находится наше, какое село, в каком состоянии, да? Мы все знаем прекрасно, да? Вот в Цандрипше там вообще не было абхазов, сейчас 400 дворов. Все переехали. Это вот послевоенное уже, да. Это очень хорошо, с другой стороны, там... Казалось, мы не должны заговорить на абхазском. А там среда, как его, все-таки курорт, да, вот курорт, там только курорт, там отдыхающий, и только об этом, как его речь идет, и там не до абхазского языка тоже совсем, люди работают и зарабатывают на... Вот. Знаете, я считаю, что одной из мер, нужно было бы создать школу на абхазском языке. С 1 класса по 11 класс. Все-таки вы за это. Все предметы, да, потому что этим самым мы поднимем статус языка, что он настолько совершенен, что на нем можно практически, а уже все, многие учебники переведены на ботаника, биология, математика, все переведено это. Вот я встречался с одним армянином, он политолог, он родился в Ливане, окончил в Ливане, в Бейруте, армянскую школу, потом поступил в Бейруте, в армянский университет. Сейчас он в Оксфорде работает. Можно же, правда же? Можно же. То есть ему не помешало, что он изучал все на армянском, а потом... Даже не в Армении, да. а в Бейруте. То он еще арабский знал. Да, а потом поступил в Оксфорд и учится на английском. Нет, он окончил университет в Бейруте, армянский университет. А сейчас он работает в Оксфорде как там, специалист. Да. Специалист
по проблемам, конфликтам разным. Вот. И потом еще другой пример. Я вот знакомый у меня здесь есть, он адыгеец из Иордании. Нарт зовут его. И он за полгода абхазский выучил. Он приехал сюда, за полгода абхазский выучил. И вот мы с ним общались, да, он говорил на философские темы, на абхазском языке. То есть, если поставить цель, это возможно. Необходимо желание, мотивация нужна. Мотивации мало, желания мало. Тогда, Вячеслав Андреевич, можно я вам лично вопрос задам? Вот что касается абхазского языка, я просто уверена, что вы его знаете, сам язык. Вот, что это такое язык? Это больше, чем я. Вот скажите, почему все-таки? То есть в теории вы знаете это лучше всех, наверное, этот язык. Почему вот у вас, вот, допустим, вот, это какой-то комплекс или что это? Вот, что это? Ну, опять же, понимаете, находясь, когда в Турцию езжу, я там по месяцам бываю, только на абхазском говорю с утра до вечера. Там вас отпускает, да, получается? Знаете, когда я первый раз приехал в 91 году, мне трудно было, потому что вот, все-таки это не рабочий язык, да? Через месяц я уже на автомате говорил, вот, и естественно, очень сильно улучшил свои навыки. Потому что очень много, конечно же, вот есть багажа, но вот навыки говорения, даже если бываешь вот... Ну, чтобы в активе был язык, в активе. Бываешь в другой стране, долго живешь, там очень трудно как-то переходить. Вот. Но нет среды в Абхазии вообще. Вот нет ни одной среды, где ты зашел, да, и окунулся в абхазский язык. Нет такой среды, нет такого кафе, где говорят все на абхазском, или ресторан, или какого-то клуба, скажем, да, чтобы человек пришел в городе. И там он с друзьями пообщался, с проблемами поговорил на языке. Нет такой среды. Это очень тоже как бы часть проблемы, правда же? Вот где он функционален, язык наш? В парламенте тоже как-то, видите, какие. Сейчас вот Валерий Еремеевич тоже какие-то новые инициативы, очень важные. Но опять же говорю, что по закону там рабочим языком должен быть абхазский язык, по закону. Кстати, возможно, нужно нам, чтобы этот закон заработал. Что вы думаете именно о законе? О законе абхазского языка. Я считаю, что он все-таки, учитывая нашу ситуацию, он немного радикален, это же очевидно. То есть немножко там, конечно, завышенные планки. Учитывая нашу... Поэтому он не работает? Нет, не работает того, что никто не хочет ничего делать по этому поводу. Ведь я... Как-то при Сергее Васильевиче меня назначили главой комиссии по реализации вот этого закона о абхазском языке. Я помню, что никто ничего не сделал, кроме абхазского телевидения и Абиги, кажется. Вот они, остальные все. Вот, ничего не сделали по программе этого. То есть не подготовились просто к этому принятию закона. И когда он был принят в 2015 году, то есть вошел в действие, ни одно министерство не было готово. Не были приведены учебники там, или, как сказать, не была терминология разработана, изданы там. Ничего не было сделано, просто проигнорировали его, приняли и проигнорировали. Вот такое отношение к родному языку, это я вообще такого, не найти государства, где такое отношение к родному языку. Нет такого государства, кроме Абхазии, к сожалению. И это вот мы пожинаем плоды вот этого всего. Когда дети идут, 20 детей в школе, этнические абхазы, родители знают абхазский язык, хорошо знают, в Пицунде. Вот такая школа есть. А дети не знают, может, пару слов знают. Это вот та ситуация, о которой вы говорили, когда подсознательно уже Я считаю, что это национальная трагедия, вот, сравнимая с махаджирством. Там и народ потеряет, а здесь потеряем свой родной язык. А что, это не то же самое? Вот. И, конечно, вот на абхазский проект, он же не только по поводу государства, правда же? А зачем государство? Чтобы сохранился этнос. А что такое этнос? Это народ, который обладает каким-то языком, правда, особенным. А если языка не будет? Это что, этнос уже? Вот я, повторяю, часто в Турции бывал там, да? Убыхов, немало убыхов там. Но они даже не знают, как по-убыхски убых. Я убых не могу сказать по-убыхски, понимаете? Я знаю убыхский лучше, чем они. Потому что я изучил его. Вот такая ситуация. Но я скажу, что сгущают краски. Нет, они не сгущают. Ситуация все хуже и хуже. Вот и сейчас, мне кажется, что президент наш, он прекрасно понимает ситуацию. Я очень надеюсь, что будут какие-то инициативы, потому что очень много нужно, чтобы было сверху шло, понимаете? Все импульсы сверху должны идти. Вот. Если такого нет импульсов, то приходится тогда уже на таком уровне, вот как наш фонд, допустим, но это же не хватает, ситуацию не изменить. Так что вот это должна быть эта идея сохранения абхазского языка, укрепления его даже, укрепления позиции, должна быть общенациональная идея. Если она такой не станет, то дела плохи.
Хорошо, обычно хочется, конечно, на позитивной ноте завершать разговор, но этого делать не буду намеренно, Нет, потому ну, что пусть все эти вопросы радоваться пока останутся, нечем, честно да, говоря. и пусть задумаемся мы над этим. Хорошо, спасибо вам большое за разговор. Конечно, очень много грустного Да, и неприятного. к сожалению, да. Да, но это надеяться на наша лучшее, данность. да. Это данность. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо всем, кто нас слушал. Мы будем продолжать наши разговоры об образовании. Всего доброго. Спасибо. Да,